Сотни дзюдоистов, 14 весовых категорий и несколько десятков регионов, представлять которые приехали лучшие спортсмены. Чемпионат России по дзюдо среди мужчин и женщин в Ингушетии получился на славу. Официальное открытие соревнований ознаменовалось гимном Российской Федерации. Первый соревновательный день на татами вышли спортсмены в 5 весовых категориях – 60 и 66 килограммов мужчины и 70, 78 и свыше 78 девушки. Многочисленные приемы, зрелищные броски, море эмоций подарили зрителям спортсмены в стартовый день чемпионата. Один из представителей команды Республики Ингушетия Исмаил Часыгов – любимец местной публики. Как и на любом турнире такого масштаба, на чемпионате страны по дзюдо была очень высокая конкуренция, поэтому на судьях лежит большая ответственность. Каждый бросок может повлиять на итоговый результат схватки. Пока судейство справляется, с желанием участников бороться. Мне еще предстоит через 2 встречи, у меня будет первая встреча, на которую я выйду. А на ваш профессиональный взгляд, вот как подготовлены спортсмены? Что вы можете сказать еще? Они готовились, естественно. Для них это главный старт года, поэтому я думаю, что они все в форме, а кто сильнее, тот и выиграет. Во дворце спорта «Магаз» интернационал болельщиков, которые приехали из самых разных регионов России. На трибунах переживают за своих спортсменов, тщательно следят за каждым поединком. Турнир очень сильно организован, зал прекрасный, отличный. Вот такого зала даже не понравилось. Вот это табло, которое там висит, очень удобно сделали. Очень ярко, тут очень много сборников борется, мы видим. Они, видно, хотят подтвердить тот класс, который они в сборной показывают. И они борются, мы знаем сборников всех. И молодые, и сборники очень интересно смотреть, захватывающие просто. Завершением первого спортивного дня стало торжественное награждение победителей и призеров. Среди ингушских спортсменов отличился Исмаил Часыгов, который остановился в шаге от победы и завоевал серебряную медаль чемпионата. Медалью награждается Часыгов Исмаил, Ингушская республика. В другой весовой категории среди мужчин 60 килограммов первое место завоевал Сахават Гаджиев, представляющий Свердловскую область. Во второй соревновательный день разыграли комплекты медалей в 4 весовых категориях. В весе до 81 килограмма выступал наш земляк Муса Кадзоев. Одну за другой одерживая победы, дзюдоист радовал болельщиков и свой тренерский штаб. Времени на передышку у спортсменов практически не было. Интервал между схватками небольшой, поэтому взять интервью у победителя не получилось. Но вот тренер с радостью поделился с нами о том, как далась каждая победа и все ли удалось реализовать его подопечному. Ребята, которые друг друга хорошо знают, вот Тюльпаров, который представлял вот сейчас эту схватку, он является неоднократным призером чемпионатов России, турниров всяких. Потому эта схватка была очень важной и серьезной, потому что следующая схватка будет за выход в полуфинал. Если мы даже проиграем следующую схватку, то мы будем утешаться, это будет все равно за медаль борьба. Это очень важная была схватка, потому было такое напряжение. Старт нового олимпийского цикла не за горами, а потому удачное выступление участникам чемпионата дает возможность побороться за право представлять сборную страны на Олимпиаде 2020 года. Поэтому настрой ребят решительный, каждый выкладывался по максимуму. На одном из 4 татами сошлись спортсмены из Краснодара и Тюмени. Дзюдоисты сражались на равных, но очень скоро краснодарцу удается одолеть соперника эффектным броском. Громогласная поддержка с подсказками и неутихаемое напряжение. Чувства тренеров обострены вдвое. Каждый держит кулаки за своих подопечных. Вот, хорошо, хорошо. Кугаться. Все, ты захват, Определились победители в весовых категориях до 73 и 81 килограмма у мужчин. Ими стали Олег Бабгоев и Станислав Семенов. Отметим также, что 3-е место завоевал и наш земляк Сулейман Вашигуров в весе до 81 килограмма. В 3-й день чемпионата на татами вышли мужчины в самых тяжелых весовых категориях и девушки в весе до 48 и 52 килограмм. Много наших земляков были заявлены в весе до 90 килограммов, но завоевать медаль удалось лишь Алихану Цичоеву. Вахид Даурбеков, Измаил Хамхоев, Джафар Костоев, Винус Аксагов. В этот раз порадовать болельщиков своими победами не смогли, но чемпионат России для них в любом случае бесценный опыт. В финальный день чемпионата после завершения личных встреч определили победителей в командном зачете.
Команды разбиты по федеральным округам. Еще две представлены городами федерального значения – Москва и Санкт-Петербург. Одними из первых встретились команды ЮФО и СКФО. За каждой схваткой пристально следили судьи высшей категории. Спорные моменты, конечно, возникали, но опытных рефери этим не удивить. Спорные моменты не всегда были и будут. Все-таки это единоборство, всегда будут разные мнения. Но, на мой взгляд, судейство прошло на высоком уровне и победители определены правильно. В заключительный день соревнований участники и судьи чемпионата поделились своими впечатлениями о том, как наш регион справился с организацией турнира. В свою очередь поблагодарить организаторов, потому что организовано мероприятие на высшем уровне. Можно сказать, что это просто праздник борьбы, соревнования. И я участвовал во многих международных соревнованиях, и ничем не уступает этот старт им по уровню организации и массовости. На мой взгляд, это один из самых лучших чемпионатов. Даже, видите, по обстановке, по накалу борьбы, по тому, как оформлен зал, всем гостям и, в частности, судьям очень понравилось. Поэтому спасибо огромное организаторам за такой теплый прием и высокую организацию соревнований. Самыми напряженными выдались схватки за золотые медали командного чемпионата. Алихан Цычоев, уже забравший одну медаль в личном зачете, в этот раз чуть не закрепил свой успех золотой медалью. Со счетом 8-6 в равной борьбе Уральский федеральный округ, за который выступал Цычоев, уступил Москве. Две бронзовые медали командного чемпионата остались за Сибирским и Приволжским федеральными округами. В заключительной встрече за бронзовые медали представители этих команд разобрались с соперниками из Северокавказского и Южного федеральных округов. Чемпионат России по дзюдо завершился. Для многих молодых ребят приезд именитых спортсменов станет еще одним стимулом к тому, чтобы пойти в секцию дзюдо. Ну а наша республика в очередной раз подтвердила, что мы можем принимать соревнования самого высокого уровня. Недалек тот день, когда во Дворце спорта МАГАС впервые пройдут уже международные турниры по олимпийским видам спорта. Тамерлан Хамхоев, Михаил Тангиев, Новости 24.